Коррупцияның уйыған уйығы жоғарғы кеңеш. Мен эмне үчүн соодагерлер деп атам. Булар сырттан карашат, коррупционерлерди издейт. Мына 3 депутат, 4 депутат биригип отуруп, сырттан келген унга бажы төлөмүн алып салышты. Натыйжада кыргыз казынасы 860 миллион жабыр тартты. 840. Мына 840 миллион жабыр тартты. Өзүнүн арасында турган депутаттарды камаш керек, биринчи кезекте булар. Булар эбегейсиз каттуу зыян келтиришти. Коррупция деген бул мыйзам жазып атканда башталат. Адилет мырза билет. Коррупция ошол мыйзам ыңгайлаштырылып жазылат. Ошол арасында отурган 3-4 депутаттын кызыкчылыгы үчүн сода да бул, сода менен. Башка бирөө бөтөн жетекчилер 5.000 сом, 10.000 сом акча алып койсо, ызылдап жатып калышып атат. Өзлөрү миллиардтаган акчаларга мыйзам жазып, акыры нечерсе билбегендей болуп отурушат. Натыйжада бүтүндөй буудай өндүрүүчүлөрдүн ырысын кыйды. Кыргызстанда бүгүн өз алдынча эгемен буудай өндүрүүчүлөрдүн классын булар кап-катары жоюп салышты. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле. 14 октября 2015 года, всего через 10 дней после начала работы парламента 6-го созыва, постановлением правительства на рассмотрение Жоғарғы кеңеша вносится законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость возимого в Кыргызстан зерна пшеницы. За все товары, которые ввозятся через таможню Кыргызстана, импортеры платят НДС. Внутри парламентские фракции СДПК, Кыргызстан и ОНГ «Прогресс» выступили за отмену НДС на импорт пшеницы. Вы спросите, почему они выступили за отмену НДС именно зерна и продажи муки, а не, например, масла, сахара или других продуктов? Ответ прост. Бизнесы лидеров фракций в парламенте непосредственно связаны с ввозимым зерном и мукой, произведенной из этого зерна, и являются негласными хозяевами предприятий, импортирующих в Кыргызстан зерно пшеницы. Рассмотрим внимательно их трудовые биографии. Лидером фракции на тот период был депутат от партии СДПК Чыныбай Турсунбеков, который до прихода в парламент с 1997 по 2010 год был генеральным директором компании «Ахон» и Бишкекский мелькомбинат. Негласный хозяин фракции Кыргызстан Шаршенбек Абдыкеримов, основатель многопрофильного холдинга «Аю», совместно с полугосударственной казахской компанией «Самрук Казына» является хозяином ОСО «Казгрейн», выпускающей в Кыргызстане муку и макаронные изделия торговых марок «Алия» и «Элине». Лидер фракции ОНГ «Прогресс» Бакыт Төребаев до прихода в парламент с 2000 по 2007 год был генеральным директором мукомольного комбината ОСО «Марьям», которым сейчас владеет его супруга. В ходе рассмотрения законопроекта депутаты пошли дальше. Они инициировали освободить от НДС продажу муки, произведенной непосредственно самими импортерами из этого же зерна. Двойное освобождение от налогов мукомолов – небывалое преимущество. Отменить НДС на продажу муки из импортируемого зерна предложили депутаты той же фракции ОНГ «Прогресс» Мирлан Бакиров, который по чистой случайности, видимо, всю жизнь проработал в мукомольной компании ОСО «Марьям» и ОСО «Дан-Юг», собственным которого также является Бакыт Төребаев. И действующий спикер Дастан Джумабеков, который стал депутатом от партии «Кыргызстан», принадлежащей Шаршенбеку Абдыкеримову. Оба депутата являются поклонниками клана Матраимовых. Давайте вспомним, чем еще запомнились эти депутаты помимо вышесказанного закона. Мирлан Бакиров запомнился высоким вкусом в одежде. Ким дедиңиз өкүлү туруңузчу. Бул эмне деген аппарат? Бул жер базар уже. А Дастан Джумабеков. Матраимовдун тойуна барып, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап, ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Чимкирик депутаттар бөжөңдөп төрага жүрөт дейт. Все три компании, принадлежащие вышеперечисленным депутатам, занимают основную долю рынка производства муки и мукомольных изделий. И их хозяева за первый же год со дня вступления в силу закона нанесли ущерб государству в размере 650 миллионов сомов. Давайте сравним затраты на выборы трех партий и деньги, которые не поступили в бюджет государства и осели в их карманах. По официальным данным ЦИК, затраты партии СДПК составили 103 миллиона, партии Кыргызстан 79 и партии ОНГ «Прогресс» 119 миллионов. Суммарно три партии потратили 301 миллионов сом.